Вы смотрите «Актуальное интервью», в студии Надежда Саханская. Здравствуйте. Основные задачи якутского отделения номер 2 ГИМС МЧС России – это осуществление государственного надзора за маломерными судами и базами для их стоянок и их пользованием во внутренних водах, а также обеспечение безопасности людей. О безопасности людей на водных объектах в весенний период мы сегодня и поговорим. Наш гость в студии Александр Орлов, руководитель якутского отделения номер 2, старший государственный инспектор по маломерным судам. Александр Юрьевич, здравствуйте. Здравствуйте. Скажите, а какие сейчас проводятся мероприятия, направленные вот как раз на обеспечение безопасности людей на водных объектах? Ну, это целый комплекс мероприятий. Он у нас ежегодный, грубо говоря, он один и тот же, но, несмотря на это, он не является таким неважным. Это очень важное мероприятие. Это месячники безопасности, которые объявляются по всей республике на всех ледовых переправах и всех водных объектов, грубо говоря. И заседание КЧС как на правительственном уровне, так и на муниципальном уровне. Решаются проблемные вопросы, поднимаются очень острые темы. Как будем решать, потому что в любом муниципальном образовании есть те или иные водные объекты, которые представляют наибольшую угрозу для граждан, по которым ездят, либо по которым переходят граждане. Поэтому эти вопросы всегда решаются, поднимаются, выезжаются прямо на места, определяется на выставление каких-то определенных знаков. И это всегда есть, оно есть, это очень большой комплекс мероприятий, и он идет постоянно. То есть одной профилактической работой дело не ограничивается? Нет, конечно, нет. Это очень большой объем работы. Это задействованы не только как сотрудники МЧС, так и задействованы все силовые ведомства, которые принимают участие по безопасности граждан. Весна сейчас наступает в свою активную фазу. Грузоподъемность снижается на автозимниках и ледовых переправах. Давайте напомним для наших зрителей, сколько сейчас насчитывается ледовых переправ в республике. На территории республики у нас 49 ледовых переправ, из них 6 федерального значения, 4 муниципального, остальные у нас местного назначения. Допустим, если берем ледовую переправу Якутск-Нижний Пестях, это наша самая главная артерия, она у нас является федерального значения. И тоннаж, вот буквально недавно был установлен тоннаж в 30 тонн. То есть идет плавное понижение тоннажа, потому что уже подходит время, уже лед становится не такой крепкий, поэтому тоннаж идет на снижение. И снижение будет продолжаться, 20 тонн уже будет выставлено ориентировочно где-то 12-13 апреля. И после 15-17 планируется закрытие, но дата закрытия любой ледовой переправы, будь то в республике либо в городе, она все равно будет скорректирована, исходя из метеопогодных условий. То есть это может быть сдвиг на более раннюю дату, либо на более позднюю, в зависимости от погоды. А ведь есть еще такое понятие толщина льда и снегозапас. Например, где-то в Южной Якутии, скажем, в Ленском районе, говорят о том, что толщина льда составляет определенное количество сантиметров, осадков там меньше, а на территории Якутска, наоборот, лед тоньше, но снега больше. Что делать в таком случае? Какой риск это несет для водителя? Нет, есть, но тут организация самой ледовой переправы, она таким образом сделана, что снег, как правило, не зависит на само ледовое полотно, потому что полотно чистится постоянно, полотно постоянно находится на прямом воздействии, грубо говоря, воздуха и погодных метеоусловий, оно не лежит под покровом снега, поэтому промерзание идет равномерно, грубо говоря, на территории всей республики. Но в более южных, соответственно, регионах у нас лед все равно уже меньше, уже тает меньше, и закрытие ледовых переправ в этих районах оно будет раньше. А более северные районы, если у нас уже в Якутске будет закрыта ледовая переправа, в северных районах она еще будет открыта, определенные ледовые переправы. А вот как за ледовыми переправами следите? Это постоянно и регулярной основе. То есть есть определенный у нас план, график контроля ледовых переправ. Мы выезжаем, смотрим это. Осмотр ледовой переправы – это очень такое трудоемкое событие. Это помимо того, что осмотр самого полотна, резервных полос, осмотр также пунктов спасения, которые находятся у нас на обоих берегах ледовой переправы, оснащение этих пунктов, выставление знаков, аншлагов. Вся ли информация есть для граждан перед выездом на ледовую переправу. Если, опять же, берем нашу вот Якутск-Нижний Пестях, видно, что там стоит светофоры с обеих сторон. Смотрим правильность работы этих светофоров, работают ли они вообще. То есть контроль идет постоянно, и это уже, допустим, в этом году было свыше 300 выездов на ледовые переправы по всей республике именно с контролем. При выявлении нарушений мы уже выходим на собственников, либо на владельца ледовой переправы, объясняем ему, что надо исправить, как подправить. И слава богу, что все понимают, что это все идет ради безопасности граждан. Такие вопросы решаются, ну, грубо говоря, ежедневно.
моментально. Плюс еще рейды, наверное, проводите, потому что есть ведь и несанкционированные переправы, где за безопасностью следить очень Есть, сложно. да, помимо вот основных ледовых переправ, которые у нас являются основными, есть еще очень много несанкционированных, не только ледовых переправ, это переездов, это других маршрутов, где люди пытаются сократить свой путь, будь то там на дачный сектор даже или еще куда-нибудь. Туда постоянно идут рейды, и рейды идут совместно с административной комиссией. То есть все ледовые объекты, которые пользуются очень популярностью у наших граждан, именно по переезду по льду, они все находятся у нас на слуху. А бывают такие случаи, вот, например, да, переправа Якутск-Нижний Бестях, там снизили грузоподъемность до 30 тонн, едет машина тяжелее, и ее просто разворачивают на месте, потому что не проходит по параметрам. Да, это выставление весовых контролев, но сейчас как их нету, их будут выставлять уже попозже, когда уже будет более сильное снижение ледовых переправ, потому что выставление 20 тонн на ледовой переправе, это не означает, что прямо техника должна вешать 20 тонн, все равно идет какой-то запас дополнительный. Но потом будут выставлены весовые контроли, будут смотреть вес машины и, соответственно, будут разворачивать. Разворачивать уже саму машину, это совместное дежурство с ГИБДД, потому что кто может повлиять на автотранспорт, как не ГИБДД. И, получается, они выписывают какие-то административные штрафы или говорят о том, что водитель совершил правонарушение? Это нет, у нас сотрудники ГИБДД работают исключительно по своим нормативно-правовым документам, у них основная цель идет это именно знаки. Грубо говоря, если мы ледовую переправу закрываем, выставляем всем известный знак «кирпич», а нерадивые граждане все равно пытаются пересечь ледовую переправу, то, соответственно, инспекторы ГИБДД уже штрафуют за привлечение именно этого знака, за нарушение его требований. Потому что люди приезжают через него. А кто начинает ехать, допустим, в объезд этого знака, как бы я под ним не проезжал, там уже вступает в силу административная комиссия города Якутска, согласно нашему положению, и останавливает машину и выписывает штраф. Сейчас даже можно не останавливать машину, можно просто сделать фото- или видеофиксацию. Этого материала спокойно хватает, чтобы отправить материал в административную комиссию. А они уже будут сопоставлять и вызывать человека, привлекать к административной ответственности. Получается, вся ответственность заключается в выплате штрафа или что-то есть еще? Пока только, да, административный штраф, но это ответственность, можно сказать, финансового характера, административная. Никто не учитывает самую главную ответственность при переезде ледовой переправы. Любой несанкционированный – это жизнь. Жизнь своя собственная и тех пассажиров, которые вы возите. Люди зачастую об этом забывают, потому что некоторые думают, что груз, который находится в машине, либо пассажиры, они важнее их перевести. И вот эта вот маленькая грань, когда человек переходит ее, вот она потом сыграет очень большую и трагичную роль. Ну, вообще-то, да, иногда, наверное, стоит наказывать рублем, тогда только человек понимает, что действительно может произойти что-то нехорошее по его же собственной вине. А вот какие-то учения на ледовых переправах проводятся? Да, конечно, разработано очень много сценариев на разные случаи ЧП, которые могут произойти на ледовой переправе, будь то ДТП, либо условный пожар, провал. Буквально вот недавно, если кто следит за новостями, может быть, видел, как раз на ледовой переправе, вот на Якутск-Нижний Бестях у нас были учения. Инициатором был Росавтодор, Вилюй. Это были учения с условным выходом на леди на воду, на ледовую переправу, имеется в виду, когда на ледовую переправу вышла вода. В такое время в эту наледь, по легенде, заехала машина с пострадавшим. И как происходит это? Приехала служба спасения, сначала приезжает ГИБДД, оцепляет дорогу, чтобы не было транспорта, не подъезжало к этому месту, и не было большого скопления автомобилей на определенной точке ледовой переправы, все-таки не находится на льду. Потом приезжает служба спасения, они изымают пострадавшего, и в этот момент пробивается на резервную полосу дорога, потому что разворачивать весь поток машин на самой ледовой переправе – это довольно тяжелое дело, а вот просто пробить на резервную полосу, чтобы весь поток пустить на резервную, оно есть. И вот у нас это было, сценарий отработан, мы это все успешно сделали, буквально где-то за час делов, и переправа у нас зафункционировала в полную силу. И такие учения проводятся не ежегодно, для того, чтобы, как говорится, не только МЧС, но и все ведомства держали руку на пульсе, что если что-нибудь, когда-нибудь, не дай бог, случится, мы знали, как на это реагировать. Александр Юрьевич, какую опасность несет в себе весенний лед? Потому что про автомобили мы с вами поговорили, а ведь бывает много таких ситуаций, когда дети вот вышли побаловаться и уже плывут на льдине, их надо как-то спасать. Да, у нас все начинается даже не от детей, а от родителей.
Происходит какая ситуация, когда у нас человек в течение всей зимы ходил по одному определенному маршруту, там, будь то до дачи, либо до дома, до работы, и все время ходил по одному и тому же маршруту, имеется в виду по водному объекту. Вот уже наступает капель, уже начинает все потихоньку таять, но человек об этом забывает, и он идет, опять наступает на лед с осознанием того, что здесь лед крепкий, я по нему хожу всю зиму, уже забывает. А структура льда именно в этот период, она настолько изменчива, что идет оттепель, вода меняет свою кристаллическую решетку, лед становится более хрупкий. И это помимо, ну, не считая прочих эффектов, что может быть, если водный объект находится вблизи какого-нибудь дороги, эта дорожная пыль падает на лед, соответственно, усиливает его таяние льда. Это если в водоеме находятся какие-нибудь посторонние предметы, вокруг них тоже все быстрее тает. И вот практика показывает, что если взрослые изначально подают плохой пример своим детям, то и дети начинают вести себя так же. Но мы стараемся общаться, это постоянно проводятся профилактические рейды, как в учебных заведениях, так и даже доходим до автотранспортных предприятий, уходим, прямо собираем водителей и рассказываем, всем объясняем, что такое лед. С учебным агитационным пособием показываем фотографии, провалы, более взрослые фотографии, более детям, более детские. Слава богу, у нас граждане, хоть и суровые, но более-менее отзывчивые, все прекрасно понимают, насколько это плохо, чем это опасно, и идут на контакт. Нет такого, что там, я пошел, мне все равно. Нет, все равно люди прислушиваются, начинают обходить. Но все равно мы стараемся охватить все водные объекты, но их охватить, ну, можно сказать, ну, нереально. Ну, конечно, невозможно. Их очень много, да. Даже на территории самого города Якутска у нас находится очень много водных объектов, которые надо хотя бы обставить знаками. Но стараемся. У вас есть сейчас возможность дать какие-то напутственные слова нашим зрителям для того, чтобы они ответственнее относились в первую очередь к своей же безопасности. Ой, ну что хочется сказать, в первую очередь, прежде чем выходить на лед, хоть пешком, хоть на машине, подумайте в закрытые сроки льда, когда уже все закрыто, когда уже вода находится на льду, надо ли вам это, стоит ли тот груз или то, что ваша цель, оправдывает ли вашу жизнь, потому что практика показывает, что даже как бы оно ни звучало, там, чуть-чуть проехаться, и мне все будет хорошо, приводит к очень печальным условиям. И самая большая просьба ко всем вам, поговорите со своими детьми именно по правилам безопасности на воде. Большое спасибо, Александр Юрьевич, что нашли для нас время и ответили сегодня на волнующий вопрос. Я думаю, что многие после просмотра этого интервью сделают для себя необходимые выводы. Будем надеяться. Приходите еще. Напомню, вы смотрели актуальное интервью. До встречи в эфире.